Многие десятилетия крымские татары жили вдали от своей родины, в ссылке, не имея возможности развивать свою культуру и изучать родной язык. После тяжелого и долгого возвращения домой, возрождение культуры на полуострове не было быстрым процессом. Но постепенно, благодаря упорству крымских татар, произошли кардинальные изменения в сфере образования. Появились школы с обучением на крымско-татарском языке. Правда, не во всех селах и районах. Так, в Красноперекопском районе нет ни одной. Но в районе проживают ни много ни мало около 2000 крымско-татарских семей. Одна из них – семья Небиевых. У них в 3 классе учится сын Алим. У мальчика сильное желание изучать язык. Он все время читает книжки на родном языке, учит стихи. Ачық тоқта асчық, мен соңра чапсен, мена миндим давраненди, жуыр пектес, ол мерседес. Но этого мало, чтобы знать язык в полной мере, поэтому мальчик хочет обучаться в школе только на родном языке. Менің тілім ватаным, мен өзім тілім білмек керек мен. Тілерін білмек керегім. Епісі тілерін білсем, қаяқа істесем барырман. Өзім тілімде бек керек маға ола. Артық өзім тілімде сөйленіп оламам. Но это нелегкая задача, рассказывает отец мальчика. Заявление на обучение на родном языке он написал, когда Алим пошел в 1 класс. Тогда по законам Украины нужно было собрать как минимум 5 заявлений, но собрали только 3. Но в 2014 году с переходом Крыма в состав Российской Федерации был принят закон о 3 государственных языках в Крыму, в том числе и о крымско-татарском, что дает право обучать ребенка на родном языке при желании родителей. Как отметил отец мальчика Мубий Небиев, в законе не прописано ограничений в количестве заявлений для открытия класса. И в этом году мужчина попытался еще раз. Енді биыл келгенде бала 3 сыныпқа барacak. Кейде ариза яздым. Ерте жарық 16 июнде аризаны бердім, ал барып, 2 экземплярын регистрация етіп, алып қалдым, беклеп тұраман. Вақыт кетті, жауап жоқ. Сон мejbur oldum, 40 күнден соң язмаға обращение районное управление образования. Сон 1 сентябрьге бардық, енді біз бішіне қаберіміз жоқ. Директорден сұрадым линейкадан соң, не olacak? Болacak мысынов? Жоқ, болмажақ деді. Видя, как его сын стремится к обучению на родном языке, после очередного отказа решил подать в суд на Красноперекопское районное управление образования. 13 ноября должно было состояться заседание суда. Однако его перенесли из-за отсутствия технической возможности аудиофиксации судебного процесса. Тогда представитель ответчика, юрист районного управления образования, вручил отцу документ, в котором прописаны причины отказа обучения на крымско-татарском языке. Это связано на сегодняшний день с тем, что только решается вопрос перевода учебников на крымско-татарский язык. В муниципальном образовании отсутствуют специалисты-предметники, которые преподают свой предмет на крымско-татарском языке. И ни один вуз страны их еще не готовит. И все это вместе не позволяет обозначить перспективу обучения на народном языке в школе 2 ступени. По информации районного меджлиса, в регионе уделяется мало времени на изучение крымско-татарского языка. Чаще его преподают только как кружок. Ни в одной школе, вот 12 сельских советов, ни в одной школе в Красноперекопском районе не обучается крымско-татарский язык как предмет. Везде он дается как кружок. Не даже как факультатив, а даже как кружок. Это 7 уроком, 8 уроком, 9 уроком, это в 3 часа дня, в 4 часа дня. Вот представьте, а есть, вот, например, мы сегодня находимся в Новоивановке, а школа находится в Магазинке. И как ребенку после 9 уроком или после 3 часов оставаться в Магазинке, чтобы пойти на крымско-татарский кружок? Мы, например, против этого. Мы хотели бы, чтобы вообще по Крыму, так как мы коренной народ, мы имеем на это право обучения своего крымско-татарского языка, чтобы предметно преподавался 2 раза в неделю, 3 часа в неделю, но он был как предмет для всех уровней классов.
Соглашаться с этим в Меджлисе не готовы. До следующего учебного года планируют сделать все для того, чтобы подготовить достаточное количество заявлений, чтобы таких случаев, как с Мубиином Небиевым, больше не было. В этом году мы хотим написать заявление, чтобы наши дети по всем селам организовать, чтобы написали родители заявление, чтобы их дети обучали крымско-татарский язык в школе. Уже раздали памятки, специальные памятки по всем селам, родителям, молодым семьям в основном, чтобы они уже знали, имели представление, как они могут писать эти заявления и ссылаясь на какие статьи закона Российской Федерации. Ну а пока Мубиин Небиев продолжает бороться за свое конституционное право, чтобы его сын обучался на родном языке. Следующее заседание суда состоится 19 ноября.